столице Коми прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту «Мемориал погибшим пожарным республики». Состязания в этом году проводятся уже в 29-й раз. Традиционно их главная миссия – почтить память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с огнем. Евгения Кладкевич оказалась в числе гостей соревнований. 100-метровая полоса с препятствиями и скоростной подъем на 4-й этаж учебной башни. Такие задания под силу лишь опытным огнеборцам. Соревнования по пожарно-спасательному спорту – еще один способ усовершенствовать профессиональные навыки. Особую важность мемориала подчеркивает Александр Другов, ветеран МЧС России, когда-то стоявший у истоков развития пожарно-спасательного спорта в Коми. Просто выполнить могут многие, а сделать так на такой скорости, на такое короткое время, это дается очень немногим. Это очень многогранные виды, тут разные всякие. Тут и забор, и препятствия, и учебные башни. Тут очень надо быть развитым в всех отношениях. Соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в столице в 29-й раз. Ставшие традиционными, их организуют с целью почтить память огнеборцев, погибших при выполнении профессионального долга. В этот раз на дистанцию вышли более 60 участников из различных спасательных подразделений республики. Среди гостей и болельщиков – ветераны, а также действующие работники спасательных служб Коми, а еще родственники погибших когда-то огнеборцев. Одна из них – Нина Старцева, мать Сергея Творилова, члена первого отряда противопожарной службы по Коми, посмертно награжденного Орденом Мужества. Сережа, у меня сын служил в этом отряде. Я за него и болею. Спасибо большое, что нас снова собрали почтить память погибшим нашим родственникам, которые исполнили свой служебный долг. Лучше всего 100-метровку с препятствиями преодолевает представитель Главного управления МЧС по Коми Станислав Зюзев. А вот среди пожарных первым оказывается Илья Гончаренко, участник первого пожарно-спасательного отряда республики. В пожарной охране в любом случае это встречается не настолько на скорость, конечно, насколько на правильность. Работа со штурмовой лестницей в окно 4-го этажа, ну и дальше, как и выше. Пожарные всегда должны уметь понимать. Понятно, что на пожаре с такой скоростью никто не будет бегать, но уметь это практиковать должны. Собираются спортсмены, сильнейшие спортсмены со всей республики Коми. Также не забываем про детскую команду. Все участвуют, показывают хорошие результаты. Данные соревнования являются одним из важных этапов подготовки спортсменов к выступлению в летний период. Родственники погибших пожарных, кроме соревнований, посетили также и аллею памяти в Сыктывкарском учебном центре Федеральной противопожарной службы. Гранитным плитам с именами погибших они возложили цветы. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.